Китай сообщил, что готов предоставить доступ в уйгурский регион при условии, что визиты будут незлонамеренными. С таким заявлением китайские власти выступили после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с отклонением просьбы о проведении расследования преступлений коммунистической партии в отношении мусульман, которая была подана на уровне ООН. По данным международных правозащитных организаций, китайское правительство насильно удерживает от 1 до 3 миллионов мусульман в концентрационных лагерях. «Мы были открыты для визитов европейских коллег с самого начала», заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин. Отметив, что регион посещали дипломаты, наблюдатели и специалисты из более чем 90 стран, основную часть которых составляют арабские, Хуа Чунин сделала следующее заявление. «Мы против любой страны, которая использует регион для политических манипуляций и вмешательства под предлогом нарушений прав человека». В свою очередь, правительство США заявило, что подобные визиты – не что иное, как туристические и увлекательные поездки. Лидеры западных стран подчеркнули, что Китай должен предоставить неограниченный доступ в регион и возможность проведения независимого расследования. В ходе визита в Турфан генеральный секретарь Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане, обвиняемый в причастности к геноциду уйгуров, заявил о необходимости ускорить китаизацию ислама. Согласно информации издания Xinjiang Daily от 3 декабря, Чен Чуанго призвал придерживаться заданного курса Коммунистической партии по реформе ислама и усилить патриотический дух религиозных деятелей. В отчете Австралийского института стратегической политики, опубликованном в сентябре этого года, приводятся спутниковые снимки, согласно которым за последние 3-4 года было разрушено или частично реконструировано 16 тысяч мечетей. Газета также сообщила, что Чен Чуанго посетил и городской музей. Отметив, что все архифакты музея должны служить идее воспитания личности, преданной Китаю, он упомянул 5 основополагающих правил. Специалисты отмечают, что приведенные Чуанго правила направлены на отрицание истории уйгуров и культурный геноцид. Власти США планируют ввести санкции в отношении 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга. Санкции против китайских официальных лиц будут носить прежде всего финансовый характер. По словам источника агентства, в санкционный список будут включены представители властей как из Гонконга, так и из материковой части Китая. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял резолюцию о возможности лишения мандатов членов Законодательного собрания Гонконга. Сразу же после этого 4 члена гонконгского парламента лишились своих мест из-за того, что их действия были определены как представляющие угрозу национальной безопасности. Позже все 15 продемократических оппозиционных парламентариев, оставшиеся в законодательном собрании Гонконга, одновременно подали в отставку. США отнесли Таджикистан и Туркменистан к государствам, вызывающим особую озабоченность в области нарушения свобод религии. Перечень представлен в сообщении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, опубликованном в понедельник 7 декабря. Помимо бывших советских республик, в список из 10 стран вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Эритрея. Эти государства участвуют в систематических продолжающихся вопиющих нарушениях свободы вероисповедания, подчеркнул глава Госдепартамента. Россия наряду с Коморскими островами, Кубой и Никарагуа включена в так называемый особый список наблюдения. Правительства этих стран занимались серьезными нарушениями свободы вероисповедания или допускали их, пояснил Госдепартамент США. Стало известно, что военные США, Японии и Франции проведут совместные учения в мае 2021 года. Как сообщает свободная пресса со ссылкой на газету Санкей, во время учений военнослужащие проведут высадку на отдельные безлюдные острова в акватории Японии. Кроме того, будет отработан сценарий их обороны и освобождения. Издание предполагает, что совместные учения станут сдерживающим сигналом властям Китая, ведущим с Японией спор за острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.